Одна из задач комплекса — следить за экологической безопасностью. Расскажите, пожалуйста, как именно это происходит и какими параметрами следит система? Да, в рамках экологической безопасности, как я уже озвучивал, в нашем проекте в каждый город куплено пока, ну, это, скажем так, для пробы, да, куплено по одной метеостанции. Их установка, фактически место установки определялось прежде всего исходя из существующих на территории муниципалитетов рисков, которые желательно мониторить в атмосфере на территории этих муниципальных образований. Фактически то, что мы купили, изначально базовый блок умеет мерить ветер, классически как метеостанция, осадки, температуру, атмосферное давление. Кроме того, имеет 4 датчика химических, которые в целом меряют загазованность, связанную с горением нефтепродуктов. Да. Прежде всего, это загазованность, связанная с нашим автотранспортом, но это может быть любые нефтепродукты. Это очень актуально, если у нас авария на нефтепереработке, да, то фактически горение продуктов нефтепереработки, эти датчики сразу зафиксируют. Именно с этой целью там метеостанция как раз поставлена таким образом, чтобы если произойдет пожар на объектах нефтепереработки, если ветер всю эту копоть погонит на населенный пункт, то фактически эти датчики сразу зафиксируют. В Воркуте сейчас, конечно, промышленность существенно съежилась, да, и опять же на территории города, в общем-то, обсуждали, пришли к мнению, что основная, в общем-то, потребность это все-таки для Воркуты, это метеорологические условия, связанные с пургами, с ветрами сильными. И исходя из этого выбирали место, чтобы оперативно понимать, когда надо перекрывать кольцо по маршруту, понимать, что, в общем-то, метеоусловия стали опасные для передвижения. По Сыктывкару в данном случае метеостанцию установили в Эжвинском микрорайоне, рядом с очистными, там, где имеется хлор. Там фактически в 200 метрах находится больница Эжвинская, да, и если выброс произойдет, как раз на пути к больнице и поставлено, чтобы все-таки успеть эвакуировать людей из больницы. Выполнить мероприятия, да, по их эвакуации или защите. Как бы в данном случае мы еще раз говорим, это наш пробный такой элемент в системе мониторинга. В дальнейшем посмотрим по эксплуатации, видим дальнейшее развитие. Опять же, все зависит от того, какие объекты промышленные, как правило, на территориях муниципалитетов, какие они риски несут. Исходя из этого будут подбираться датчики, которые будут замерять и химию, и если надо, еще добавлю, по Ухте и Сыктывкару будет еще, сейчас отрабатывается, как лед сойдет, будут установлены еще датчики как раз по паводку, которые будут замерять еще уровень воды. В Сыктывкаре это у нас Заречье, в районе Заречья будем мерить уровень воды. И в Ухте там тоже предусмотрена установка датчика, который уровень воды будет наблюдать. Тоже вещь как бы актуальная, и мы тоже, в общем-то, посмотрим, как это будет на практике работать. И если технология покажет себя эффективно, можно будет в части мониторинга паводковой ситуации уже эту технологию смотреть, куда дальше применять, исходя из того, какие риски есть в муниципальных образованиях по подтоплению.